Сыктывкарцу Олегу Мингалеву хватило 30 секунд, чтобы заработать титул победителя первенства столицы по боксу. Своему сопернику он не оставил ни единого шанса. Серия четких ударов и на счету Мингалева технический нокаут. Я готовился очень долго, где-то без перерыва даже. Ходил по субботам, по воскресеньям бегал, там занимался, чтобы достичь такого результата. Я думаю, у меня получилось. 4 спортивные школы и больше 100 боксеров. На кону путевка в сборную Сыктывкара. Она открывает спортсменам дорогу в большой спорт. Ежегодно этот турнир, это происходит во всех возрастах. Отбор во все сборная города будет сформирована для участия в дальнейших соревнованиях, республиканских турнирах и всероссийских. Конечно, спортсмены не могли обойти стороной тему отстранения нашей сборной от зимних Олимпийских игр 2018. На тренировках ее стараются не поднимать, но в раздевалках юные боксеры нет-нет, да и обсудят мифический допинг российских атлетов. А потому наставники стараются аккуратно говорить о запрещенных препаратах. Стараемся об этом даже не вспоминать и как будто их нету. Нормальное питание, естественно, в боксе. И о допингах всяких, и это, если даже они услышат или что-то задают вопросы, мы говорим, что это лекарство, которое употреблять ни в коем случае нельзя. Вы, прежде всего, занимаетесь для здоровья. Главное – здоровье, здоровый образ жизни, а результаты будут вашими трудами. Для Александра Гудзия эта победа на турнире не стала неожиданностью. Кандидат в мастера спорта уже после финального боя признался, сопернику просто не хватило опыта. Задача на будущее – получить мастера спорта. Сыктывкарец понимает, одного сезона для этого точно не хватит. Заниматься надо, получается, больше. Тренироваться, больше выезжать на соревнования, опыта получать. Так добиться чего можно еще. Уже в середине декабря обновленная сыктывкарская сборная отправится в Усинск. Нефтяная столица примет республиканское первенство по боксу. Сегодня явного лидера на региональном ринге нет, а потому бои обещают быть интересными. У нас, в принципе, немножко выровнялось. Раньше как-то Ухта в этом плане блестела. Но сейчас подтянулась Печора, Инта хорошо стала, Воркута. Поэтому я очень рад, что это все было. Раньше было, Ухта, Сыктывкар, вроде того, что, да. А сейчас, это, я говорю, зависит от тренеров и, конечно, от боксеров. Сами боксеры каждый раз подтверждают, на ринге они готовы выкладываться полностью. Так, серебряный призер последнего Кубка России по боксу среди женщин, который прошел в Сыктывкаре, Виктория Крылова, идет на поправку. В финальном бою она получила серьезный перелом. Все операции позади. Сейчас под наблюдением врачей Крылова восстанавливает руку и готовится вернуться в бокс. Виктория Палкина, Павел Юлиан-Мин, телеканал Юрган, Сыктывкар.